Знакомая многим картинка. Хорошо ехать играя, а не сидеть ремнем привязанным. Но только не в источнике повышенной опасности, коим является наш любимый автомобиль. Конечно, это социальная реклама. Идите живо. Это она снимает у нас. Надо делать, ладно? Давай так вот. Вот снимает. умничка, молодец. Вот так нужно. Ну-ка давай маму научим. Обязательно. Я бабушка. Бабушку научим. Значит, это делать все. Подтянуть. Ребенок должен быть пристегнут у вас, как рюкзачок как будто одел. Понятно? Да. То есть, если даже в случае экстренных торможений, у нас должно быть не только на тазобедренную кость нагрузка, да? У нас должна быть вот, все равномерно должно быть распределено. Вот так это нужно. Понятно? Обязательно. Помаши ручкой. Молодцы. Вас всегда перевозят в кресло? Пристегивают всегда родителя? Нравится вам? В кресле всегда вас перевозят? Конечно. Пристегивают ремнем? Нравится вам? Удобно? Да? Скажи, спать неудобно? Статистика текущего года показывает, что в 2017 году произошел рост количества детей, которые получили травмы в результате дорожно-транспортных происшествий и перевозились при этом с нарушением правил дорожного движения. Только за июнь месяц на территории Удмуртской республики задержано 274 водителя, которые нарушили правила перевозки детей. 9 и 12 июня сотрудниками госавтоинспекции проводились массовые проверки соблюдения этих правил, которые показали, что большинство родителей все-таки ответственно относятся к соблюдению правил дорожного движения, к детской безопасности, но есть, тем не менее, такие, которые имеют детские удерживающие устройства, но при этом детей в них не перевозят. Мероприятия проводились на территории всей Удмуртской республики. К ответственности в ходе таких мероприятий было привлечено 20 человек. И также хочу напомнить, что изменения в правила дорожного движения в части перевозки детей не вносились. Перевозка детей до 12-летнего возраста в легковом автомобиле допускается на заднем сидении с применением либо удерживающих устройств, либо иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка штатным ремнем безопасности. Это и бустер, и адаптер. А на переднем сидении автомобиля производится только с использованием детского удерживающего устройства.